Видела, как здесь лежит мужчина, от него отходит примерно на вот таком расстоянии в гражданской форме другой молодой человек. И, значит, он немножко дальше подошел, и я ему кричу, типа, вызывай скорую, потому что мужчина не приходит в себя, и уже видно, что лужи крови. Он к нему подходит, попытался вроде как что-то ногой вытолкнуть, но он видит, что, видимо, лужа крови большая пошла. И у него паника началась, он зовет своих парней. Один подбегает, начинает держать ему голову, уже там шею, видимо, кровь останавливали. А этот молодой человек подходит к лавке, начинает вызывать скорую. Он очень был напряженный, очень нервничал, прям кричал. Люди здесь пытались подходить, он никого не подпускал, он их материл сразу же, чтобы никто не подходил. Потом с того где-то района подходят остальные парни. Могу предположить, что это его были люди, потому что прохожих он никого не подпускал. Вот. Второй раз перезванивал он в скорую, чтобы они быстрее ехали. Видимо, скорая уточнила, как произошел огнестрел, и он говорит, что на меня якобы напали, это была самооборона. Вот. Всех отгоняли, кричали, подъезжает здесь скорая, этот молодой человек выбегает вот сюда за скорой, показывает, куда ехать, приезжает скорая. И они все уже пытаются его перенести на носилки. Еще был момент, этот мужчина, видимо, пришел в сознание на какой-то промежуток времени, еще пытался их 2 раза отпихивать рукой, но это было безуспешно. Люди подходили, начали его фотографировать, этого мужчину, он уже начал прикрываться майкой, достал оружие, пистолет, начал направлять на людей, типа пошли отсюда куда подальше. Ну, люди, естественно, отреагировали очень агрессивно на это, они обзывались, потому что действительно такая ситуация. Я могу предположить, но я не видела, кто стрелял, но могу предположить, что это был именно этот молодой человек. Выстрел был произведен в голову, в затылок, потому что мужчина лежал на земле лицом вниз. Вот. Все я сняла на видео, с того момента, как я выбежала на балкон, и все вот то, что я рассказала, как бы подтверждается видео рядом. Вот. Далее приехала скорая, они все там 5 или 4 погрузили этого мужчину, и уже они скрылись. Приезжают со стороны областной больницы, вот так вот заезжает сюда автобус с ОМОНом. Они выбегают, всех без разборок, вы видите, хватают. Положили девушку, она дико кричала, говорит, что мы только подошли. Им вообще абсолютно все равно было на всех. Затащили этого мужчину сразу же в автобус и начали просто зверски избивать. Все эти удары дубинками, все вот эти зверские крики, они все были слышны у меня на этаже. И на видео это тоже слышно все прекрасно, это тоже у меня заснято. На момент съемки было 22:46 по времени. А закончилось все это, когда я уже полностью ушла. Тут все следственные комитеты ездили, куча милиции приезжала, и Автозапад 2 огромных приезжала тоже в ту сторону. Все это примерно закончилось. Тихо стало где-то к 12:30.